Стартовая решетка. 3, 2, 1. Погнали! Рев мотора, скорость, адреналин, крутые повороты. Так проходили гонки на Ижевском ипподроме. 18 пилотов из разных городов России пытали свои шины на чемпионате по трековым гонкам в двух категориях – «Лада» и А1600. История чемпионата началась с 1972 года и продолжается до сих пор. Катайся и получай кайф на регламентированных гонках. Вот что главное в соревнованиях. Ребята у нас в основном гоняют интерактивные гонки, а здесь это реальный адреналин, реальный драйв и реальная техника, которая тоже, в принципе, ломается. Вот сейчас буквально мне за 10 минут починили автомобиль, который не ехал, честно сказать. Многие спортсмены приехали из соседних регионов – Пермского края и Татарстана. Ижевских гонщиков тоже было немало. Евгений Юшков – один из таких. Начинал он с любительских гонок, но жажда адреналина привела его на чемпионат. Второй заезд для Евгения стал неудачным. Уже на первых кругах судьи аннулировали баллы участников и объявили перезаезд. На трассе произошло столкновение. Машины всмятку, но у пилотов ни единой царапины. Впереди идущая машина занесло, уехал в бруствер и откинул на меня. И попал. Я не успел увернуться, вот так получилось. Заднее крыло замяло, все, стойку замяло, все, выгнули маленько, поехали, доехали, все. Машину привели в порядок топором и другими подручными материалами. Пилот вернулся на трек. Столкновение – это не повод сдаваться и расстраивать зрителей. Среди болельщиков был племянник Евгения, спортсмена, попавшего в аварию. Ярослав увлекается автогонками уже давно, но всегда вздрагивает при перевороте машин, как и все зрители. Волновался за дядю, что он не сможет дальше участвовать, но все они сделали нормально, починили. В первую очередь в таких гонках важна безопасность спортсменов. Хоть и все части спорткара стоят немалых денег, пилоты и их команды покупают все необходимое. Минимально это каркас безопасности, должен присутствовать изготовленный по соответствии с техническими требованиями. Далее это ремни безопасности, соответственно, минимум это 5 точек, у кого-то 6 точек крепления к кузову. Это специальные сиденья, которые закреплены тоже, опять-таки, по требованиям очень надежно. Они, естественно, не имеют каких-либо там подвижных регулировок, салазок и прочего. То есть сиденья устанавливаются под пилота. Да. Ты вообще обездвижен, реально. Прикинь, какой-нибудь удар. Безопасен еще и костюм пилотов. Он изготовлен из негорючей ткани и не будет воспламеняться сразу, как, например, синтетика. На первый взгляд кажется, что гонки опасны и возможны летальные случаи, но здесь спортсмены редко получают травмы. Автоспорт – это элитный вид спорта, один из самых, может быть, опасных видов спорта, но уровень травматизма у нас самый низкий, поскольку автоспорт уже больше боевековую историю имеет, и уровень безопасности доведен, в принципе, до очень высокого уровня. Вообще всю ответственность несет, конечно же, организатор. Но поскольку это спорт, и спорт регламентируемый, тут будут рассматриваться в том ключе, кто что выполнил. То есть, если организатор выполнил все требования безопасности, но произошел несчастный случай, а в принципе мировая практика показывает, что и в Формуле 1 несчастные случаи бывают, то, собственно, это спортивный инцидент, ответственности не будет. От столкновений на таких гонках никто не застрахован, но пилоты участвуют в экстремальных видах спорта, а болельщики приходят посмотреть. Получение адреналина и бешеного драйва – вот что привлекает людей. А если и тебе интересны экстремальные виды спорта, пиши в комментариях и подписывайся на нас, чтобы не пропускать сочные ивенты города.